Модернизация здравоохранения через человеческий фактор. Делегация Минздрава Ингушетии изучает опыт медиков Татарстана. Добро в каждый дом. В поселке Новый пригородного района около 200 семей получили продукты первой необходимости. Высокая точность. В Насыркорте пройдут всероссийские соревнования по парашютному спорту на точность приземления. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Делегация Минздрава Ингушетии во главе с министром Мария Марабханова вернулись из Казани. В течение 2 дней специалисты посетили ведущие клиники и образовательные медучреждения Татарстана. Изучили местную систему здравоохранения и, что возможно, теперь применят на практике у себя в республике. Репортаж Хусена Гагиева. Первым пунктом посещения стал молодежный центр, который начал работать в 2013 году и был построен специально для универсиады. Буквально год назад здесь располагалась деревня Всемирной летней универсиады, которая вошла в историю как самая масштабная. В ней приняли участие спортсмены из 162 стран мира. Сегодня же здесь располагается студенческий медицинский центр, который обслуживает студентов 27 вузов Татарстана, а это около 70 тысяч человек. Вся его работа основана на облегченной системе получения медицинской помощи. Непосредственно в центре работает 2 терминала, где можно получить талон и записаться на прием. Первый – профилактический осмотр, второй – по заболеваниям. Записаться можно и через интернет. 67 врачей и 76 человек медперсонала. Главное преимущество центра – можно избежать больших очередей. Все расписано поминутно, каждый посетитель приходит в назначенное время. Как на данный момент, видите, электронная очередь с голосовым. 346. Пожалуйста, пройдите в кабинет номер 206. Все. Современный подход к хранению информации, никаких бумаг, все в электронном виде. Есть и другие плюсы. Доступность – это одно из первых. Доброжелательность, момент конфиденциальности и максимальная приближенность к нашим пациентам. Соответственно, суперсовременное оснащение, конечно, и логистика. Специализированного центра для студентов в Ингушетии пока нет, но электронная система обслуживания пациентов уже используется. Моменты, которые можно у себя перенять, принять и, скажем так, вести, и будет улучшение для нашей работы. Как вот сама работа электронной системы, там, электронного документа оборота, да, оформления, вот, записи к врачу, который вот у них есть. В принципе, у нас это тоже работает, но вот сама система централизации, которая у них есть, вот это нам надо будет перенять. Конечно, мы над этим будем работать. У них это очень хорошо сделано и хорошо поставлено. С медициной будущего, а отчасти уже и настоящего, ознакомились в инжиниринговом центре медицинских симуляторов EIDAS, а также в Институте фундаментальной медицины и биологии. Здесь проходит обучение студенты Казанского федерального университета. До чего дошел прогресс? На базе можно смодулировать человеческий организм, используя компьютерные технологии. Это позволяет сымитировать различные травмы и болезни на манекене, благодаря чему начинающий хирург, прежде чем приступить к операции, уже имеет практический опыт. Мы хотим, чтобы наш врач, подойдя к постели больного, он когда посмотрел вот так вот, он сделал какие-то анализы, он сразу же четко, так сказать, понимал, что еще надо ему проверить и что дополнительно для диагноза ему надо. И вот когда он понимает всю эту цепочку, как протекает внутри организма, он будет правильно лечить. Далее у себя в кабинете делегацию принял ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов. В мае институт отметил свое 200-летие, богатой историей, славной традицией. Сотрудникам вуза принадлежат мировые научные открытия. К слову, 3 деятеля этого вуза в свое время занимали высокие посты в Министерстве здравоохранения России. Сегодня здесь обучается 18 студентов из Ингушетии. Со слов педагогов, это дисциплинированные и надежные люди, на которых можно опереться. Выпускники могут пройти поствузовское обучение дистанционно. Врачи уже могут не приезжать в вуз на весь период, там, предположим, на месяц, как они сейчас есть, или на полгода, если первичная переподготовка, а могут быть находиться на рабочих местах с помощью внедрения информационных технологий, дистанционного образования. Вот сейчас мы это прорабатываем. И я думаю, что, зная республику, в которой сейчас у вас вводится информатизация, информационные технологии активно внедряется в рамках программы модернизации, и помимо
данной программы. Вот на этом стыке, вот эта интеграция, она поможет нам вывести взаимоотношения в рамках подготовки специалистов, врачей, провизоров, социальных работников на более высокий уровень. В ходе встречи состоялось подписание двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Это соглашение для нас, для республики, даст очень много, я думаю, потому что наше сотрудничество в плане подготовки специалистов, это как обучение, это имеется в виду обучение в университете, так и поздневузовское образование, интернатура и ординатура. В этих вопросах у нас есть договоренность, как устная, так и письменная, что мы можем присылать сюда специалистов на различного рода повышение квалификации, и с их стороны для нас будет только лишь поддержка и взаимопонимание. Это место, где смерть рада помочь жизни, гласит запись на латыни в анатомическом музее. Множество различных экспонатов, прекрасная возможность для студента, прошедшего теорию, получить в области анатомии и практические навыки. Побывав в Казани, невозможно пройти мимо Казанского Кремля и не посетить мечеть Кул-Шариф, главную джума-мечеть республики. Назвали ее в честь Саида Куль-Шарифа, последнего имама мечети и одного из предводителей обороны Казани. В зале находится подарочное издание Корана на разных языках мира. Такой вот первый день в Казани. Хусен Гагиев, Ахмед Парчиев. Новости 24. Сегодня в поселке Новый пригородного района около 200 семей получили продукты первой необходимости. Мясо, сахар и чай раздали по поручению главы республики. Зарима Евлоева подробнее о благотворительной акции. Поселок Новый. Здесь царит особая атмосфера уюта. Их объединяют общие трудности. Большинство жителей – беженцы из пригородного района. Поэтому оказанное внимание воспринимается ими по-особенному. Волонтеры из благотворительных организаций привезли продукты. Постарались не пропустить ни один дом, где проживают малоимущие или многодетные семьи. Первый раз мы встречаем такую акцию. Очень благодарны, кто это подумал и вспомнили нас. Большое им огромное спасибо. Люди в поселке живут по-разному. Для кого-то эта акция приятна, как внимание от руководства родной республики, а для других существенная помощь. В каждом наборе продукты первой необходимости. Мясо, сахар, чай, финики и другое. Я дважды пострадавшая беженка с пригородного района и с Грозного. И вот очень даже хорошо относятся к нам. Всегда гуманитарную помощь нам оказывают. Благотворительные акции проходили здесь и раньше, правда, другого рода. Например, волонтеры проводили работу по благоустройству поселка, посадили деревья. Но вот так, с угощениями, сюда приехали впервые. Любая акция, прежде всего, моральная поддержка и способствует сближению людей. Людям приятно, хорошее мнение будет складываться, что люди без внимания не остаются, они об этом будут знать. Я думаю, такая акция получит свое продолжение. Это хорошее начало не только в этом месяце, я думаю, и последующие месяцы такие акции будут продолжены. Помощь в рамках этой акции получили около 200 семей. И пусть это и решит проблемы ненадолго, главное, люди почувствуют, что о них думают и их не забывают. Зарима Евлоева, Юнус Цичоев, Новости 24. Дополнительная помощь, только вот уже в более масштабном размере в виде сельскохозяйственных ярмарок, реализуется также по поручению Юнусбека Евкурова. В них принимают участие местные предприниматели, представители ГУПов и крестьянско-фермерских хозяйств. Одно из таких мероприятий в Карабулаке посетил наш корреспондент Светлана Томова. В различных населенных пунктах Ингушетии проходят сельскохозяйственные ярмарки. В одной из таких ярмарок в Карабулаке изъявили желание участвовать около 20 предпринимателей. Цены на те продукты, что выращивают в республике, ниже рыночных. Продукты, завозимые из других регионов, чуть дороже. Несмотря на будни, покупателей тут достаточно. Подобные ярмарки, считают они, приходятся очень кстати именно перед праздниками. Люди же разные. Есть имущие, неимущие люди. Вот среднего достатка есть. Богатые, бедные, там, как нам известно. Вот людям простым это доступно все, ярмарки. Продукты доступны, и они берут, ждать и выходят из положения. Это хорошо, я думаю, это можно приветствовать. Сельхозпредприятия республики, ГУПы и крестьянско-фермерские хозяйства представили плодоовощную продукцию, живых птиц, кондитерские изделия и другие товары. Причем цены на них ниже рыночных. К примеру, ГУП Карабулакский привез около 5 тонн пшеницы. Буквально за пару часов удалось продать почти половину. Все дело в том, что цена невысокая, всего 5 рублей за килограмм. Каждый раз мы участвуем, когда скажем, как Министерство сельскохозяйства. Мы прошлую субботу участвовали в Слепцовской ярмарке. Сказали, на четверг сюда. Следующую субботу опять, говорят, будет Карабулаке ярмарка.
Ну, как нам скажет администрация, Министерство сельского хозяйства, мы выезжаем на ярмарку. Основная цель и замысел организаторов ярмарки – стабилизация цен на потребительском рынке республики в связи с предстоящим праздником Ид-аль-Фитр. Администрация Карабулака заверяет, желающие смогут приобрести продукты питания в течение 3 дней. Ровно столько продлится ярмарка. А 26 июля здесь можно будет купить говяжье и баранье мясо. Конечно, хотелось бы, чтобы эта ярмарка, чтобы больше людей было, имеется в виду предприниматели. Я думаю, в субботу у нас получится более расширенная ярмарка, так как в субботу люди будут более спокойны, в смысле имеется в виду выходные. И у нас получится организовать хорошую ярмарку. Следует отметить, что вопрос о недопустимости скачка цен на продукты питания первой необходимости в преддверии праздника Мархаш не раз поднимался руководством республики. Эта ярмарка пришлась очень кстати, ведь буквально через несколько дней самый главный праздник для мусульман – Ид-аль-Фитр. Жители города Карабулак могут прийти сюда и купить все необходимые продукты питания. Светлана Томова, Рахман Цуров, Новости 24. В Краеведческом музее в Назране открылась выставка ценностей, переданных в дар Юнусбеком Евкуровым. Многие экспонаты не просто уникальны, а эксклюзивные. Это и картина 20 века художника Пиевского «Ингуш», и национальный мужской пояс 19 века с серебряными накладками, антикварное оружие и многое другое. Вот таким образом, через деятельность главы региона, руководство музея решили показать путь становления Ингушетии и ее достижения за последние 22 года. Всероссийские соревнования по парашютному спорту на точность приземления пройдут в Насыр-Корте с 26 по 27 июля. Среди участников команды России, Германии, Сербии, Черногории и Белоруссии. Выступит на соревнованиях и сборная Ингушетии в составе 7 человек. Среди них 2 девушки, которые недавно вернулись с учебно-тренировочных сборов в Майкопе. Соревнования занесены во всероссийский календарный план. В республике они проводятся уже 3-й год. Команда наша буквально 2-3 дня назад приехала из последнего учебного тренировочного сбора, который они проводили в городе Майкопе с 20 июня по 20 июля. Из 15 человек, которые были задействованы на этом учебном тренировочном сборе, были отобраны 7 человек, которые будут представлять нашу республику на этом всероссийском турнире. И еще о спорте. Ингушская сборная по дворовому футболу приняла участие во всероссийском зональном турнире на приз «Кожаный мяч». За победу на поле в Ейске в Краснодарском крае боролись 12 команд со всего Северокавказского федерального округа. В итоге, обыграв команду Карачаева-Черкесии, наши спортсмены заняли 1-е место. Сюжет Муслима Ганиева. Ахмед Дарсигов играет в непривычном для себя амплуа. Обычно его место не в воротах, а на острие атаки своей команды. Молодой футболист в зональном этапе чемпионата СКФО «Золотой мяч» забил 13 голов. Команда заняла 1-е место, а Ахмед стал лучшим бомбардиром турнира. Мы играли 6 командами. Самая сильная команда у нас была в финале. К протяжении игры мы не забивали друг другу. Но все-таки мы как-то по серии пенальти заняли 1-е место. И вот нам подарили такие медали. 8-0 в первой игре и 12-0 во второй. Представители 3-й школы Карабулака не оставляли шансов своим соперникам. От матча к матчу они играли все лучше. И так дошли до самого финала. В решающей игре они встретились с командой из Карачаева-Черкесии. Финал, как подобает, выдался напряженным. И только серии после матчевых пенальти выявили победителей. Мы каждый день упорно тренировались. Тренер давал нам подсказки, как правильно играть. У нас была хорошая сыгранность в команде. Мы давно вместе играем. И поэтому было легко на турнире. Успех наших молодых футболистов стал для тренерского состава приятной неожиданностью. Наставники надеялись на призовое место, но на победу не рассчитывали. Отличный результат, 1-е место. Выступили хорошо. Командирующая организация тоже делала все, что могла, комитет молодежи. Будем стараться идти к победе на российском турнире. За 1-е место команду из Ингушетии наградили кубком, медалями и призами, учрежденными Министерством спорта России. А комитет по делам молодежи, в свою очередь, вручил молодым чемпионам футбольную форму. Кроме того, ребята получили путевку на участие во всероссийском турнире по футболу «Кожаный мяч», который пройдет в августе в Краснодаре. Эти ребята, которые отобрались от Республики Ингушетия, стали чемпионами. Затем они поехали на турнир по СКФО. Там также заняли 1-е место.
Отрадно отметить, что следующим этапом будет чемпионат России. Мы рассчитывали на достойный результат, но все-таки не хотим, чтобы ребята расслаблялись, чтобы выступили достойно еще на чемпионате России и в дальнейшем представляли нашу страну в международных турнирах. Турнир «Кожный мяч» из КФО позади. Теперь молодые ингушские футболисты представят округ на чемпионате всероссийском, который пройдет с 9 по 18 августа. Муслим Ганиев, Муса Хамхоев. Новости 24. Неизвестный водитель сбил насмерть корову и скрылся с места преступления. Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от Газиюрта. На месте происшествия обнаружены осколки автомобиля Toyota Camry белого цвета. Глава администрации Газиюрта своими силами вызвал трактор и убрал бедное животное с дороги. Пропаганда соблюдения скоростного режима и регулярные призывы руководства и муфтията республики к безопасному вождению не на всех оказывают убедительный эффект. И вновь репортаж о горе речки Очелучки. Теперь наша съемочная группа побывала в прибрежной зоне другого села – Нижние Очелуки. Хлам и бытовые отходы здесь регулярно обновляются, несмотря на запреты моральные и духовные. Ну а материальные потери в виде многочисленных штрафов уже давно перестали воздействовать на нечистоплотных жителей. В Рамадан все же большую часть мусора утилизировали, но ситуация по-прежнему сложная. Слово Марии Мистоевой. Река Очелучка протекает через Средние и Нижние Очелуки. Засорение реки происходит на территории обоих сел, только жители Нижних Очелуков проявили большую сознательность, чем их соседи. И после наложенных штрафов все-таки убрали мусор и расчистили территорию. По словам сотрудника Комитета по экологии и природным ресурсам Якуба Султыгова, еще пару месяцев назад берег был сильно загрязнен. Вот в этом месте была навален мусор, стоит бытовой мусор. И, соответственно, потом было подписание администрации. После их непроведенной работы, вот мы сейчас видим, что мусора этого убрали, мусор зачистили. Ну, сейчас будем в других местах проверять. Правда, по ночам к берегу то и дело подъезжают машины, с которых выгружают строительные отходы. Жители негодуют. Стоит им прибраться, как спустя несколько дней непонятно откуда появляются новые кучи разнообразного мусора. Здесь живу рядом, буквально несколько домов. Я пенсионер, ветеран труда. И мне не безразлично, что делается вокруг меня. Потому что это все-таки прибрежная полоса. Если бы здесь были бы нормальные, аккуратные люди, здесь даже можно было бы отдыхать. Приходят ночью, когда никто не видит, и сбрасывают его. Поэтому у меня самое такое отрицательное отношение к этому делу. Администрация села принимает все посильные меры. Штрафы сыплются на жителей, как из рога изобилия, но такие меры необходимы для наведения чистоты. О том, что мусорить нельзя, а тем более в священный месяц Рамадан, и это неприемлемо для мусульман, говорят и в местной мечети. Каждую пятницу в мечети обязательно имам предупреждается, что должна быть чистота. Каждый день мы делаем обход, боремся. Штрафуем, вместе с участковым работаем. Вот буквально месяц-полтора тому назад оштрафовали где-то 20 человек через санэпидстанцию. Где-то половина из них оштрафовали на 2000 рублей и на 2500, штрафуют. Здесь Очелучка заканчивается, и год назад устье реки было завалено мусором. Но благодаря совместным действиям администрации сельского поселения и Комитета по экологии это место удалось расчистить. И теперь местные жители не боятся пускать сюда свою скотину на водопой. Но проявив сознательность и почистив территорию, которая прилегает к дому, не стоит забывать и о том, что чистоту надо поддерживать постоянно. Мария Мистоева, Адам Шибилов, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.